После того, как неверные уничтожили исламское государство, они поняли, что халифат могут возродить только молодые люди, подобные тем, что были во времена Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Для этого они всячески отдалили молодежь от ислама. Задача высшей политики на всех уровнях – это испортить молодежь, чтобы прежде всего их интересовал голос в песне, соответствие моде и самые низкие виды взаимоотношений, чтобы потом говорили «это звездная молодежь». Абу Бакр ас-Сиддик был звездной молодежью, Умар был звездной молодежью, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был звездной молодежью. Абу Бакр принял ислам в 37 лет. И в первые же дни от него приняло ислам 10 человек, половине из которых при жизни был обещан рай. То есть половина из них относится к благим делам Абу Бакра. Звездной молодежью, братья, был Саад ибн Муаз. Когда он услышал об исламе, то отправился к своему народу, к людям, жившим в неверии и поклонявшимся идолам, и все племя Аус за один день приняло ислам. Саад ибн Муаз согласился на самое опасное решение – стать помощником исламскому призыву. С первого дня принятия ислама Саад стал помощником пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Саад ибн Муаз принял ислам в 31 год и погиб в 37 лет. Он прожил в исламе всего 6 лет. Когда он стал шахидом, Джибриль, алейхиссалям, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, из твоей уммы умер Саад, мужчина, из-за смерти которого содрогнулся трон милостивого. С небес спустилось 70 тысяч ангелов к похоронам Саада. Их не интересовало ничего в этом мире, кроме его похорон.